ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В Ухте стартовали республиканские соревнования по многоборью среди спасателей. Профессиональный конкурс проходит в нашем городе уже 6-й раз. В этом году за победу борется 8 команд, в том числе 1 студенческая. Открытие началось традиционно с общего построения. Перед тем, как отправиться на первый этап, спортивное состязание – торжественная часть. Уже становится доброй традицией. 13 сентября у нас прошла аттестация, первоначальная подготовка спасателей. И тут присутствуют у нас вновь прибывшие спасатели, которые пополнили наши ряды. Таких среди участников оказалось 5. Сразу после торжественной выдачи профессиональных удостоверений они с коллегами отправились на конкурсные этапы. За несколько дней соревнований им предстоит проверить себя на выносливость, физическую подготовку, а также продемонстрировать профессиональные навыки. Одним из самых зрелищных этапов, без сомнения, стал техногенный. Ежегодно он проводится в различных точках. Как правило, это заброшенные промышленные объекты. В этом году им стал бывший кирпичный завод близ Ухты. Задача участников – спасти пострадавших в 3 различных чрезвычайных ситуациях. Например, спустить человека с крыши. И это только со стороны кажется, что серьезные взрослые люди носятся с обычным поленом. На самом деле, такие вот тренировки в итоге спасают людские жизни. Ну да, были, конечно, небольшие недочеты, но как без этого, в принципе, на то они и соревнования, чтобы свою, как говорится, подготовку проверить, сделать какие-то выводы, ну и действительно в реальной жизни такого не допустить. Помимо этого, участники вызволяли деревянного Яшу, так между собой они называют деревянный манекен для отработки, из подвала. В задании, которое называется «Бункер», спасателям пришлось спуститься под землю. 3-ю задачу они выполняют на поверхности, но от этого она не менее трудная. 2 пострадавших нужно достать из искореженной после ДТП легковушки. На счет 3. Раз, два, три. Обратно. Завтра, 20 сентября, конкурсантов продолжат проверять на силу и выносливость. Впереди у них марш-бросок по лесу. Поисково-спасательная операция. Кто станет лучшим из 8 команд, будет ясно в пятницу, 21 сентября. Тогда же пройдет и заключительный этап многоборья – скоростное маневрирование на служебной технике.